Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня 15-й выпуск программы Хастагалаамта. Мы решили его посвятить проблемам и перспективам госавтоинспекции. Хотим поговорить о безопасности на наших дорогах, о том, как мы соблюдаем правила. И мы позвали главного человека в нашей стране по этим проблемам в этой области. Это начальник управления ГАИ МВД Республики Абхазия Валентин Львович Тарапш. Добрый вечер. Вечер добрый. Добрый вечер. Вы знаете, Валентин, вот в МВД сейчас новое назначение, поменялся глава этого ведомства. Вас назначили начальником управления ГАИ МВД Республики. Я думаю, что это связано с тем, чтобы вот в первую очередь укрепить правопорядок в стране. И в частности на дорогах. Вот вы человек не новый. Да. Вы работаете, уже более давно, 20 лет уже. Более 20 лет. Но сегодня, вот в нашем времени, как называется наша передача Хастагалаамта, во времени, в котором мы стоим, то есть во времени перемен, от вас ожидают вот таких, знаете, решительных шагов в обеспечении безопасности и порядка на дорогах. Причем ожидают быстрых таких перемен, и я бы даже сказал радикальных. Но, на мой взгляд, это вот таковые ожидания общества. Во всяком случае, я так предполагаю. Как вы считаете вообще? Ну, вы знаете, с недавнего времени я назначен действительно начальником управления ГАИ Республики. Никто не собирается с сегодняшнего дня или завтрашнего выходить на дорогу и, как говорится, рубить шашкой. Чтобы общество наше не сказало, наконец-то молодого человека назначили, который наконец-то для себя поставленную цель совершилась для него. И я хочу подойти к этому вопросу поэтапно. Изначально начать работу, серьезную работу хочу провести с сотрудниками ГАИ. Прежде чем начать от них требовать, мне нужно выяснить все-таки, кто достоин с этой категорией людей, сотрудников органов внутренних дел, продолжить службу и работать, кто нет. Это главный такой Это этап. Главный такой акцент, на что я сейчас буду делать внимание. Для меня, кто меня хорошо знает, знает меня как принципиального человека. Я не смотрю на дружеские, родственные узы и все остальное. Естественно, конечно, в первый раз я могу предупредить, если человек нарушил несерьезно там, или замечание тоже проходит как воспитательный момент, да. Это первый этап. Ну, на втором этапе, когда я для себя решу, сколько человек должно остаться в этой интересной и достойной службе, я хочу попытаться вывести службу ГАИ на тот достойный уровень, на тот интересный уровень, который когда-то, вы знаете, много лет назад в эту службу было очень сложно попасть, там, по ряду причин и интересов. На сегодняшний день в эту службу заманить человека, ну, не знаю, каким пряником нужно его пригласить, убедить, уговорить, для того, чтобы он посвятил свою жизнь именно этой сложной, но на сегодняшний день неблагоприятной. А какие зарплаты, если не секрет, средняя зарплата сотрудника ГАИ? Если говорить о сотруднике ГАИ, который стоит на дороге, который заступает на смену, на пост ГАИ, да, его зарплата колеблется от 5500, ну, ориентировочно до 7 там, с копейками. Это сутки через строй он работает? Или через... Не всегда. Ну, вообще должен работать сутки через строй, но учитывая нашу обстановку, учитывая нехватку кадров, учитывая то, что людей не хватает, очень часто мы нарушаем законодательство трудовое и практически обязываем человека нести сутки через двое. Через зарплата очень сложно же будет что-то вообще очень сделать. Очень сложно, да. Соцпакет должен быть, во-первых, достаточно серьезный. Естественно, на сегодняшний день... То есть законодательно есть, у вас есть какие-то предложения по законодательному изменению, то есть я имею в виду в области соцпакета, допустим, сотрудника ГАИ, там, вы знаете, страховка там, и так далее. Ну, естественно, в первую очередь, на что нужно обратить внимание, мы, естественно, руководство будем предлагать, а наше руководство перед правительством, видимо, будет ставить задачи уже о том, чтобы о повышении заработной платы сотрудников дорожно-патрульной службы. Но в данное время мы рассматриваем эту ситуацию в таком профиле, что действительно нужно ли нам сегодня столько сотрудников ГАИ, сколько у нас есть. Может, у нас какие-то посты нецелесообразно вообще содержать, их нужно закрыть. За счет закрытия этих постов, за счет закрытия или там... Автоматизация, возможно, то есть видеокамеры. Естественно, это немножечко другой вопрос, но
все сложно в нашем обществе, не все, Москва не сразу строилась, и я думаю, мы поэтапно, постепенно все равно придем к какому-то достойному, красивому уровню в нашей республике, Вы знаете, вот вы говорили об этапах. Первый этап, который вы назвали, это работа с самими сотрудниками. Работа с самими сотрудниками. Да, ГАИ. конечно, там, знаете, много есть и негативных отзывов о сотрудниках ГАИ, но хотя и есть и примеры и положительного тоже. Вы знаете, хотя их меньше как-то слышишь. А с другой стороны, нельзя не сказать о том, что и сами участники дорожного движения, то есть те, кто находится за рулем автомобиля, да и пешеходы в том числе, вот, они как-то находятся тоже, знаете, не совсем в равных правах. Одни соблюдают права и правила, и они, в принципе, как-то чувствуют себя в этом комфортно. А вот другие более комфортно себя чувствуют тогда, когда они правилами пренебрегают этими. Вот есть какие-то категории, знаете, так называемые неприкасаемые, которые у нас существуют. Есть ли у вас какая-то вообще вот такая позиция или направленность, что ли, чтобы бороться с этим? Конечно, есть. Ни в коем случае нельзя разделять водителей, пешеходов и участников всех дорожного движения по материальной какой-то обеспеченности, по тому, что едет человек на шикарном внедорожнике или на какой-то советской старенькой иномарке. Будем пытаться привлекать всех нарушивших, и первых, и вторых. Вы знаете, есть вот некоторые у нас госслужбы, которые пользуются иммунитетом, да, привилегиям как бы на дороге. Они иногда и нарушают очень грубо, но и вместе с тем ведут себя несколько вызывающе. Хотя для чиновника это, собственно говоря, очень неприглядно. Да, мы разработали проект новых правил каких-то или подходов? Новых правил, подход. Проект подхода к решению данного вопроса. Но не знаю, насколько это будет применено правильно. И, во-первых, это не только одной службой ГАИ должно выдерживаться. Это должно выдерживаться во всех службах, во всех разных службах. Может, поясним, о чем я? МЧС, наверное, служба охраны, там, то есть медицинские, вот эти категории мы имеем в виду. Всем понятно, да, что существуют автомобили, которые спецназначения, которые имеют преимущество, но при этом они должны, эти автомобили, допустим, скорая помощь, машина пожарная, там, МЧС, УЧС. Обоснованная ситуация. Да, если есть обоснованная ситуация, значит, водители данных транспортных средств нарушают правила дорожного движения, но выехав на перекресток, водитель данной автомашины все равно должен убедиться о том, что ему предоставляют преимущество права первоочередной проезд этого перекрестка. Так что правила, они существуют для того, чтобы их все-таки придерживались. Ну вот вы знаете, все-таки у нас как? У нас вот имеет кто-то, скажем, там государственный автомобиль, а тут же рядом кто-то из его родственников пользуется этим автомобилем. И в конечном итоге получается так, что вот этим правом, таким преимуществом, как бы, обладают уже несколько человек. А если учитывать, что у нас 6, по-моему, служб, которые имеют такие преимущества, да, и такие привилегии, то вокруг них нарастает огромное количество еще людей. Таким образом, получается такой, знаете, пример вообще, когда люди видят, что кому-то позволено нарушать, а кому-то нет. Да. И с теми, кто вот нарушает, с ними, собственно говоря, по законодательству тоже как-то исправиться трудно. Ну да, вот что вы хотите предпринять в этом смысле? Вот это изменение законодательства мы положили на стол нашему министру. Он их будет рассматривать. По мере возможности будет, значит, применять. Валентин Иванович, у меня вот такой вопрос. Может, есть смысл каким-то опытом зарубежным воспользоваться, потому что, исходя из климата, там, рельефа, допустим, страны, там, вплоть до темперамента, в конце концов, наших людей, может, есть смысл, там, я не знаю, греческий, корсиканский, какой-то вот такой опыт тоже, если не перенять, то, по крайней мере, для себя что-то извлечь. Вы знаете, если для себя что-то извлечь можно из сегодняшнего 21 века, да, я бы назвал это фото-видеофиксация
Это самая эффективная, да? Самая эффективная система «Безопасный город». Это где каждый перекресток, каждый светофор, по возможности места скопления людей и отдыха нужно ставить, перекрывать это видеокамерами, которые, во-первых, они фиксируют все нарушения, во-вторых, если доказательная база есть, в-третьих, если на данном участке произошло какое-то преступление, то оперативное мероприятие проводится в несколько раз, в разы быстрее. Но это опять же штрафы должны проходить, опять люди должны на местах сидеть и бояться выехать за границу, если не будет, там у тебя на тебе штраф. То есть это должна быть система. Это должна система быть, это не юридических, это не одна служба, в которой это не только служба ГАИ. Это в комплексе должно быть несколько служб, различных причем, но связанных в одно целое. Но может быть есть смысл хотя бы в центре, вот наиболее вот по статистике, где наиболее... Есть смысл. Да, есть смысл, отрабатывать его. Есть смысл. Маленькая модель, на сегодняшний день, насколько я знаю, мое руководство разрабатывает, решает вот эти вопросы. То есть... Да, разговор идет, и разговор не просто идет, насколько я знаю. И им занимаются вплотную сейчас. Но у вас, конечно, передний фронт, такой, как говорится, передний рубеж фронта, потому что очень много у нас проблем во всех сферах, но это уже стало притчей во языцах и очень печально. Это гибель на дорогах, и это просто национальным бедствием стало. Естественно. Я понимаю, что от вас ждут, вот как сказал Валера, оперативных, быстрых результатов, но мне очень импонирует, что вы не... занимайтесь популизмом, а говорите вот таких вещах, надо изучить ситуацию, я говорю о том, с коллективом что нужно изучить работать, ситуацию, нужно выяснить, насколько это все реально, нужно подойти к этому моменту серьезно. Ну какая-то дорожная карта есть временная, вот вы хотите анализом заняться, допустим, 2-3 месяца, потом с коллективом, то есть штатным расписанием. Нет, и так далее. По времени я ограничения себе не делал, но хочу максимально в короткий срок. А при назначении вам делали какой-то вот такой вот, ничего, кредит доверия? Ничего не делали. Естественно, мне сказали, что нам нужно свежее, новое, интересное, молодое лицо, которое будет решать проблемы, не наши проблемы, а проблемы общества. Я попытаюсь оправдать доверие своего руководства. И готовы пойти навстречу. И готов пойти навстречу. То есть это надо и в парламенте, наверное, такие слушания устраивать, и в городском собрании, и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, безопасность на дороге, она зависит не только от сотрудников ГАИ. Вообще-то, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тут ничего не сможет сделать, какой бы ни был инспектор вообще такой предприимчивый, я не знаю, справедливый, строгий. Да, тогда, когда нарушения постоянно и присутствуют вот у нас от самих водителей. Мне кажется, что тут нужно тоже как-то и повышать культуру вождения шоферов, тех, кто находится за рулем, водителей. Да. Как вы считаете, вот в этом направлении что нужно предпринять? Вы знаете, сказать о том, что наши водители не знают правил дорожного движения, я бы не сказал. Я, например, могу вас тоже спросить, как вы меня сейчас спрашиваете, можете назвать мне хоть одного водителя, который не знает, что нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии, что нельзя проезжать на красный свет, что нельзя на пешеходе не уступать пешеходу. Можете назвать одного водителя? Вы знаете, да, и, кстати говоря, изменения есть в хорошей стали уступать. Все водители знают, что правила существуют, что их нельзя нарушать, но у нас общество интересное. Мы хотим порядок, мы хотим красиво, достойно жить, мы хотим практически не закрывать автомобили, спокойно подниматься на 9-й этаж и не переживать за автомобиль. Но когда дело касается каждого из нас, мы поднимаем руки и говорим, это не надо делать, мы так не хотим, это нас не устраивает. Почему так говорю? Много можно привести фактов и примеров, когда общество говорит за то, что мы нарушаем, за то, что мы управляем транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а когда касается лично каждого, тогда руки поднимают, говорят, извините, а что, я не могу? Вы знаете, конечно же, есть этому подтверждения очень частые. Вот у нас на дорогах, учитывая то, что я вот часто езжу за рулем. Вы знаете, давайте мы посмотрим фотографии для того, чтобы как-то несколько проиллюстрировать наш разговор. Нам сейчас режиссер, наверное, покажет фотографию вторую. И мы с вами поговорим о том, какова ответственность вообще самих водителей на дороге. Про этику, вот пока делают
нашей фотографии, я бы вам, знаете, хотел одну цитату направить. Да. Знаете, один из шерифов в Соединенных Штатах, когда-то я давно читал, сейчас вспомнил, он дал такую рекомендацию человеку, который только-только получил права. Он сказал следующее: когда выезжаешь на дорогу, считай, что все остальные водители имеют одну цель – столкнуться с вами и угробить вас. Вот это я читал очень давно и никогда не думал, что такая рекомендация когда-нибудь будет актуальна и у нас. Вот, собственно говоря, как мы ездим, так мы и живем. Знаете, да. Когда по правилам, вот, когда по настроению, а иногда с риском для жизни для общества, и своей, да, и окружающих. Но дело заключается не только в том, что водители тоже должны как-то быть более ответственны, но и тут у нас на дорогах, смотрите, что творится постоянно. Например, это вот я сейчас недавно совсем сфотографировал, когда, знаете, на проезжей части стали устанавливать какие-то свои знаки, если можно так выразиться. Видимо, кустарного производства, да, гражданам или владельцам каких-либо торговых предприятий неудобно, неугодно, чтобы машина стояла, они выставляют вот эти вещи. Но это не санкционировано. Это не санкционировано, конечно. Это не санкционировано, да, но они ставят, знаете. Но более того, я вам скажу, что одно дело, когда ставят граждане, но тут, мне кажется, да, вот посмотрите, сами работники торговли, они уже какие-то особые свои такие преграды поставили на рынке. К сожалению. И тротуар занят, что тоже является нарушением, и проезжая часть. Я, знаете, о чем хотел у вас спросить? Я видел огромное количество, ну, по крайней мере, там человека 3, 4, 5 даже на рынке инспекторов, но никто вот с этим не борется. Вот посмотрите, что творится. Вы знаете, здесь с одной службой ГАИ, с этим предприятием интересным, которое мы сейчас рассматриваем, не справится. В свое время люди получили разрешение на застройку тротуара под какой-то торговый объект. Что делать дальше? Ну, они уже выходят на проезжую часть. Естественно. Люди заняли место пешехода, теперь пешеход вынужден ходить по дороге. Вот знаете, совсем недавняя фотография, буквально сегодняшняя, это вот недалеко от того места, где я живу. Вы понимаете, вот поставил человек свой автобус прямо на перекрестке, и отсюда, когда выезжаешь, не видно, кто едет. А оттуда, когда кто-то хочет завернуть на эту часть, тоже никто не видит. Машина простояла часа 3-4 вот там. Но одно дело, конечно, это вот... Сам этот водитель, я не знаю, каким образом он думал, когда ставил эту машину. Наверное, совсем не беспокоился о том, каковы будут условия для вот всех остальных, очень кто окружает. Большая часть наших водителей живет по принципу и управляет транспортными средствами «мне удобно» и так делает. Почему-то, когда выезжаем, очень много сейчас на сегодняшний день, посмотрите, возьмем границу по реке Псоу, очереди бывают огромные. На сегодняшний день там 50 или 60% водителей это наши граждане. Граждане Абхазии выезжают в Российскую Федерацию. Я вас уверяю, возьмите фотоаппарат, перейдите на ту сторону, посмотрите, как наши водители там ездят. Все соблюдают, пристегивают ремни, включают поворотники. Они ведут себя так, видимо, чтобы, не дай бог, сотрудник ГАИ их заметил. Но все-таки скажите мне, пожалуйста, вот на рынке, например, конкретный случай. Вот, да, присутствуют там какие-то посторонние для дороги предметы. В городе человек ставит машину. Это не первый раз, когда я вижу, когда прямо на углу ставят машины. Я не знаю, это что вообще за привычка такая, что за такая манера. Пренебрежение, знаете, тут вот, конечно, нужно говорить о культуре вождения, о культуре самого водителя. Но с другой стороны, у меня к вам вопрос. Вот не должна ли служба патрулирования быть организована таким образом, чтобы, по крайней мере, в центре города такого не происходило, и на рынке тоже? Валера, смотрите, рынок – это на сегодняшний день наиболее насыщенное людьми место. Это место наиболее проблемное, я считаю, для своей службы. Наиболее проблемное. На рынке собираются различного толка, характера люди. В первую очередь, мы, вот, когда ставим машину на перекрестке, на неположенном месте, мы преследуем одну цель. Как мне поставить транспортное средство, чтобы мне было удобно? Мне было удобно. Мы пренебрегаем элементарными законами общества.
Но это, конечно, пошло знаете... вообще? Вот это, знаете, мы вроде бы французы Кавказа нас нажали, самые вежливые, самые... Ну, да. А вот почему такая метаморфоза качеля в обратную сторону пошла? Вот мы, я не знаю, я просто встречаюсь с мнением разных, и кто приезжает, наших гостей, говорит, такого, как у вас, говорит, мы редко где видели. То есть, откуда это произошло? Ну, вы знаете, беда... Вопрос философский. Да, вопрос философский. Беда не только в службе ГАИ. Во всех сферах, посмотрите, Да, во всех сферах. Я не знаю, что происходит с нашей нацией, но мы должны остановиться, посмотреть на себя и посмотреть на те моменты, которые мы делаем, как мы живем. Очень много мы на сегодняшний день неправильно делаем. И это касается не только управления транспортным средством. Возьмите любую сферу, возьмите троллейбус. В старые хорошие времена, будем так говорить, да, зашедшие бабушки всегда уступали место. Да. А сегодня... Система обслуживания, это везде такое. Это, я понимаю, что это отдельно взятый палец, то есть говорит о том, что его вылечить, а весь организм будет 40 градусов температура, а вот только ГАИ, чтобы было хорошим, невозможно. Ну, с другой стороны, конечно, если человек вежливый, вообще он будет во всем вежливый. Будет во всем вежливый. Да, а тут вот в дорожно-транспортном движении вообще наблюдается исключительное нахальство какое-то, знаете, грубо говоря. Но я бы хотел у вас другое спросить. А вот вы сейчас продолжение темы, которую вы говорили. А какая вообще отличительная черта, вот как вы считаете, наших водителей вот от остальных всех? Ну, нашим водителям, к сожалению, я не должен так говорить, но, видимо, должен сказать, как гражданин, как сотрудник. Нашим водителям есть куда позвонить в случае, когда, значит, у него становятся проблемы с сотрудниками ГАИ. Хотя я на сегодняшний день хочу изменить кое-что в этой сфере. Горячая линия вы. Да, хочу изменить кое-что в этой сфере, не знаю, насколько у меня получится. Хочу попытаться сделать так, чтобы, если за человека позвонили, то он в обязательном порядке понес бы ответственность. Вы знаете, что этого вообще, конечно, не избежать, наверное, в нашем обществе. У нас тут очень маленькое общество, все между собой связаны. С одной стороны сосед, с другой стороны родственник, с третьей стороны человек, с которым ты воевал, тоже никогда не откажешь. Понимаете, четвертый сослуживец и так далее. Но с этим как-то нужно воевать. Самый один из подходящих выходов из этого положения, вот об этом вы уже говорили, это создать такие технические условия, когда никто не сможет вмешиваться. Когда человеческий фактор, да, то есть только вот факт. Да, есть факт нарушения, и он по инстанциям должен пройти к тому, чтобы наказание было осуществлено там в виде денежного какого-то штрафа или там административного другого какого-то наказания до 15 суток, например. Ну, есть это, закон есть, но может быть не всегда работает. Но будем пытаться изменить ситуацию. Хотя будет очень сложно. Конечно, даже камеры, если они есть, кое-где, вот, допустим, у выезда в город и въезда на Килофит. Вы знаете, вот вы затронули камеры на въезда в город. Тот период, когда они были установлены, и когда они начали работать, и когда в управлении ГАИ мы начали распечатывать, в день было до 70 нарушений просто скоростного режима. Можете представить, что было зафиксировано, значит, предел такой скоростной, 125 км в час, проехал автомобиль марки ВАЗ-2107, этот перекресток. Вот можете представить? Гагарин? Гагарин. Нет, распечатали, нашли, достали, применили к нему административное наказание. На сегодняшний день с 70 эта цифра упала до 15-20%. Скажите, пожалуйста, Валентин, вот вы не считаете, что все-таки нужно поработать вот именно в том направлении, где ощущается некая слабость неотвратимости наказания? Вот у нас все вот и весь разговор наш идет вокруг этой темы, вокруг того, что наказание можно избежать. Вот как сделать так, вот скажем, пока хотя бы вот без каких-то особых технических средств, но уже в ближайшее время, чтобы люди почувствовали неотвратимость этого наказания, потому что многие только вот прислушиваются к такого рода методам борьбы с правонарушениями. Вы знаете, очень сложный вопрос, сложно на него ответить. Будем пытаться доставать каждого, я сказал до этого тоже. Валентин, может, есть смысл начинать с чего-то небольшого, с тех же пресловутых пристегивания ремней? Вот как в Сочи с этого начали, помните, там штрафы были 500 рублей. Да. И сейчас это все-таки научило, и всех научило. Разговор там во время езды по телефону, дамы иногда умудряются, уже говорю, маникюр делать на ходу тоже. То есть, как-то, может, таких вещей начать
элементарных, которые сразу дадут эффект. Они спасут очень много жизней, реально. Вы знаете, сразу очень сложно будет затянуть гайку и заставить человека пристегивать ремень. Хотя правила существуют не для того, чтобы их нарушали. Правила существуют для того, чтобы их исполняли в первую очередь. Ну, поэтапно будем все делать. За детские коляски никто же не скажет, если ты скажешь, я твоего ребенка хочу спасти, почему у тебя нет коляски. Один раз предупредить, как вы говорите, правильно. Про детское кресло, видимо. Про детское кресло, да. Извиняюсь. Ну да. Это святая вещь, от которой никто не откажется, и я многих знаю. Будем предупреждать. Да. Того человека, который проехал на красный свет, там превысил неоднократно скорость, будем наказывать, будем так говорить. Того, кто не пристегнулся, будем первый раз предупреждать, потом, значит, будем применять к нему тоже административный этот ресурс. Мы вообще-то достаточно, вот если говорить ну, я не люблю это слово, ментальности, но мы достаточно законопослушны. Мы законопослушны. Нам просто нужен какая-то регуляция. И, может быть, надо начать с себя, то есть в данной ситуации, кто, я-то не водитель, пристегиваться самому. Личный пример, это очень многое тоже все-таки значит, тем более в нашем маленьком обществе. Я думаю, если вот все руководители и министры начнут с этого, это хороший пример. Вы знаете, я вот тут сказал, что для того, чтобы служба ГАИ навела порядок на дороге, нам должны помочь. В первую очередь, это Министерство внутренних дел, во вторую очередь, это правительство. Если каждый на своем уровне, руководитель выйдет и скажет, что мой сотрудник не один, если он проверит своего сотрудника, чтобы ни один не выезжал на служебные автомобили без водительского удостоверения, путевого листа или еще чего-то, это будет колоссальная помощь для нашей службы. И главное, чтобы он не пользовался вот этим иммунитетом, знаете, главное, где попало, и в любое для него подходящее время. Ну, с этим нужно тоже бороться. С этим нужно бороться. Потому что, знаете, я еще раз возвращаюсь к этому моменту, потому что очень часто бывает, когда инспектор останавливает совершенно справедливо какого-то нарушителя, и тут мимо проносится человек, совершенно пренебрегая всеми правилами, и тогда вообще каким-то становится бессмысленным это нарушение. И все бывает в жизни, вы знаете, инспектор – это человек, который не может выполнять одновременно два мероприятия. Если он остановил один автомобиль, он занимается, значит, если он остановил автомобиль, за что-то остановил в большинстве случаев, он занимается с этим вопросом. Естественно, тот автомобиль, который следует на высокой скорости, как вы только что сказали, но своевременно он может не заметить его. Но очень часто бывает, когда водители задают вопросы, вот вы меня остановили за то, что я не пристегнулся, а тут мимо вас пролетел автомобиль. Ну, хорошо, я другой могу назвать пример. Например, когда под знаком, запрещенным к остановке, стоят 3 автомобиля, подходят к одному. И вот начинают как бы искать, знаете, низкий забор. Тогда как быть? Не, ну я думаю, все проблема в том, вот с чего мы начали. Очень важно, чтобы инспектор получал... Вернемся к первому этапу. Да, он должен иметь хорошую зарплату, дорожить временем, престижная работа должна быть, тогда он будет исполнять тоже правила. Нужно попытаться поднять эту службу на интересный уровень, на престижный уровень, на то, чтобы в службу ГАИ, сегодня если посмотреть штатное расписание, у нас много вакантных мест. Люди не идут просто в ГАИ. Не потому, что там не хотят, или не потому, что там мало платят, потому что там сложно, потому что мы сегодня на инспекторах, я извиняюсь за выражение, в буквальном смысле этого слова, иногда ездим. Людей не хватает, нужно людей на пост поставить, нужно дорогу перекрыть, гости приезжают, в преддверии вот сейчас праздников в нашей республике бывают моменты, когда инспектора не спят сутками. Это, вы знаете, человек приходит на работу, да, человек, пришедший на работу, должен испытывать удовольствие от работы. Или материальное какое-то, или благосостояние какое-то должно быть, или соцпакет, о котором мы говорили. Ну, все впереди у нас, я думаю, и мы в конечном итоге придем к нужному нам знаменателю. Ну, мы тоже, конечно, надеемся на то, что вот и сейчас, наверное, будут вами предприняты какие-то шаги, по которым общество почувствует, что идет такая, знаете, твердая и устойчивая работа по обеспечению безопасности на дорогах и удалению вот этого хамства и бескультурия. Вы знаете, с другой стороны, я бы хотел сказать еще о том, что у нас
В принципе, народ очень вежливый. Вот в самом общении между собой у нас каждый человек, в особенности мужчины, конечно, они отвечают за свои слова, и всегда можно потребовать с человека за то, что он сказал неправильное слово или там некрасивое, возможно, какое-то даже Извини, пешеходы друг друга не подрежут, а на машине могут подрезать. Да, а вот на машине это бывает часто. Вы знаете, вот вы об этом говорили, я почему-то опять к этому вспоминаюсь, потому что я же тоже возвращаюсь, то есть, потому что я же тоже водитель. Вот, вы знаете, вот эту вот культуру, наверное, каким-то особым пунктом, и скорее всего мы все вместе должны над этим поработать, чтобы как-то возродилась вот эта культура поведения благородства на дороге. Благородства на дороге. Вы знаете, очень часто встречаю еще один элемент такой, напомню, когда на том же самом рынке или в другом каком-то трудно проезжаемом месте, вот человек останавливает машину, включает аварийные сигналы и стоит совершенно, ну вот пренебрегая тем, что другие не могут проехать. Едет встречная машина, и там собирается огромная кавалькада автомобилей. Вы понимаете, все-таки мне кажется, что может быть нужно усилить вот какую-то службу такую патрульную, которая бы в городе, ну, может быть, не таким радикальным каким-то методом, но все-таки вела предупредительную или профилактическую работу. Вы знаете, пользуясь случаем, я вообще хотел бы попросить вас тоже в какой-то степени помочь нам в наведении порядка. Вы, наверное, я хочу, чтобы вы освещали наши моменты, хочу, чтобы вы по возможности давали нам чаще слово говорить, хотя для меня это пока сложно. Но, видимо, все будет у нас хорошо. Вы знаете, не сейчас, но завтра будет все хорошо. Вы знаете, у вас, я опять же сказал, самый передний край борьбы вот за реформы, все говорят, которые вот в обществе назрело и так далее, и так далее. И это, и сможет самое запущенное, тут и дороги плохие, мы много еще чего не обговорили, о факторах, которые влияют на ситуацию на дорогах. Но с другой стороны, у вас, я уверен, огромная моральная поддержка и потребность в наведении порядка есть, я думаю, у абсолютного большинства нашего общества. Есть, конечно. И вот я понимаю, с одной стороны, сложность, с другой стороны, огромное доверие сейчас есть, тем более, когда вот видят новые лица, которые готовы что-то сделать и знают, как решить эту проблему, вот внушить этот оптимизм, и мы с удовольствием, я думаю, все должны тут, и наши коллеги-телевизионщики из других каналов, должны поддержать. Вы знаете как, в первую очередь общество должно посмотреть на эту проблему правильно. Когда, не дай бог, у нас что-то случается, мы находим кого винить, но мы никогда не виним себя. По какой причине мы купили такой автомобиль, зачем мы дали ребенку, зачем мы его туда отправили, почему мы вовремя не углядели за ребенком, или за братом своим, или еще за кем-то. Но общество в первую очередь должен быть самоконтроль высокого уровня у общества. Сама служба ГАИ одна, без помощи, без поддержки, без общественных организаций, без молодежных движений не справится, я вас уверяю. И вообще можно было бы еще, вспомнил я молодежные организации, можно было бы применить какую-нибудь формулировку, какое-нибудь создать интересное молодое движение, ну, предположим, называемое «вежливый водитель». Ну, не обязательно, значит, если кто-то под тебя подрезает и пытается вклиниться, нарушая правила дорожного движения, не обязательно надавить на акселератор и не впустить его в место. Ничего не потеряем, если мы притормозим, пропустим его. Да, мы понимаем, что он нарушил, влез, может быть, немножечко по-хамски, но мы же ничего не потеряли от того, что он будет ехать спереди нас. Это цивилизованно и по-абхазски. Это цивилизованно по-абхазски это заложено. Да, это красиво и благородно. Да. Но я, знаете, еще один момент, какой хотел сказать. Вот у меня знакомые, они, ну, допустим, они из Западной Европы, как-то были в гостях, зашли, когда вызвали такси уже после гостей, ребенок маленький, он вышел и начал что-то возмущаться, когда такси подъехало. Не увидел кресло детское. Он не увидел кресла. И я потом этим моментом заинтересовался и говорю, а как это в таком возрасте, откуда такая сознательность? Ну там годика 4-5 было. Оказывается, им присылают, вот ребенок родился в семье, начиная там с 2 лет, когда уже более-менее осознанный, присылают соразмерно возрасту
какие-то яркие раскраски, где учат элементарным правилам движения. То есть, и вот это у них идет до школы. В школах тоже, оно у них уже вот в крови. То есть у него это на уровне автоматического. Вы знаете, не нужно далеко ходить. В советское время тоже такое было. Может, какие-то вещи есть смысл вернуть. Не нужно далеко ходить. Даже у меня, у друзей моих 2 маленьких детей. Детей не посадишь в автомобиль, если не посадишь его в кресло. Люди живут здесь у нас в Сухуми, абхазы. Любим друг друга, общаемся. Молодцы. Я смотрю на эту семью и радуюсь. Молодцы. Вы знаете, на самом деле, вот я вижу такую предрасположенность к такому благородству на дорогах. Но, судя по всему, знаете, какая-то некоторая нервозность, которая у нас до сих пор еще сохранилась и послевоенная, вот, и вот эти вот всякого рода политические события, которые тоже определенную напряженность создают, она вот как-то влияет, наверное, и на наш быт, ну и на, да, и в том числе, да, система ценностей и на водителя тоже. С другой стороны, вы знаете, тоже я сейчас вспомнил один случай, когда я ехал на машине, иногда, то есть, несколько преувеличенный характер носит эта вежливость. К вежливости у нас, я вот уверен, огромное количество расположено людей, и к благородству тоже на дорогах. И вообще, честно говоря, вот сам лично я очень редко, когда сталкивался с каким-либо хамством, действительно вижу то, что люди уступают дорогу или проезжают там и помигают как-то. Это есть. Вот у нас это и у всех граждан Абхазии, мне кажется, это заложено. Но иногда это, да, предрасположено и заложено это. Как и у всех остальных, наверное, национальностей тоже. Но у нас в этом есть, учитывая то, что мы, опять же, малочисленны, у нас есть вот такая ответственность перед всеми остальными. Мы хотим быть благородными, чтобы это почувствовал наш окружающий люди. Да, не только в тостах. Еду на машине, впереди меня Lexus огромный, вот самый, который большой есть и самый дорогой. Я на своей машине, у меня Волга 21, она там 3,5 тонны весит. То есть она тормозит вот очень долго. И впереди, в середину квартала мы проезжаем, вдруг этот Lexus очень резко затормозил. Но я держал какую-то дистанцию, но все-таки чуть было, да, не врезался. В последний момент вывернул руль и его тоже объехал, немножко даже заехав на встречную полосу. И тут увидел, что, оказывается, девушка проходила мимо, и он, конечно же, посередине... Джентльмен решил уступить. Да, джентльмен, он решил ей уступить, совершенно не учитывая то, что сзади едет тоже такой... джентльмен на 21. Да, такой джентльмен хороший, на 21 Волге, не с такими тормозами. Он мне еще, знаете, сказал... Молодец, типа, мол, поддержал тоже, остановился, пропустил. Да, это дело. На самом деле, мне стало жутко, когда я представил себе, что было бы, если бы я врезался в этот дорогостоящий автомобиль вообще, что было бы с моим бюджетом. Но вот знаете, все-таки говоря о том, что происходит на дорогах, все-таки мне кажется, что огромное количество людей, конечно же, в них нужно, вот знаете, вывести как бы наружу вот это вот желание быть человеком, да, благородным, рыцарем быть на дороге. Просто кого-то или себя. Да, и не убить. Но все-таки, вот как раз про это я и хочу сказать. Есть огромное людей, которые несколько даже, я бы сказал, психически неуравновешены, наверное, потому что иногда такие кренделя они выписывают, особенно по ночам, что опасаешься не только за то, что он себе нанесет какой-то вред, но еще нанесет вред окружающим. Мне кажется, в здравом уме это никто бы не делал. Но с другой стороны, это даже несколько выглядит, знаете, по-мальчишески и смешно. И действительно там молодые люди сидят за рулем. Я что хочу сказать. Тут все-таки необходимо, наверное, какие-то меры предпринимать такого, знаете, очень строгого характера. И вот именно сейчас, вот после того, как вы вступили в должность, именно вот сейчас, вот в это время, которое не дает нам возможности, знаете, как-то расслабляться и растягивать. На раскачку. Вот такие, да, самые такие необходимые превентивные такие меры. Да. Знаете, я был бы, наверное, счастливым человеком, если бы завтра утром проснулся и все начали ездить красиво, правильно и по правилам. Ну да, такого, конечно, сложно. Вот видите, сложно об этом говорить. Нужно, помимо того, что нужно предотвращать это все, нужно как-то повлиять на сознание водителей, на сознание общества, на сознание этих молодых людей. И, кстати, хочу вам сказать, что не всегда молодые люди ведут себя немножко так неадекватно вот за рулем, как вы говорите, разного уровня люди
управляют транспортными средствами и по-разному себя ведут. Но есть две вещи, которые всегда любым процессом регулировалось. Это страх и уважение. Вот страх должен быть перед неотвратимостью наказания. А уважение это никогда не помешает, это хороший фон для любой. Вот, кстати, может быть, еще у нас немного времени, но что бы вы сказали, вот сейчас свадебный сезон начинается, это вот самый страшный в смысле автоаварий там, и различных происшествий. Как сейчас опять людям это внушить или заставить их не употреблять и так далее, и так далее? Сразу этого всего не сделаешь, как я говорил ранее. Все нужно делать поэтапно. По возможности нужно достать каждого нарушителя, который не понимает, тот, кто начинает спорить, возмущаться. Как я говорю своим друзьям, мне после моего назначения, мне друзья говорят, все, мы теперь можем ездить как хотим. Я говорю, конечно. Теперь вместо штрафа 1800 вы обязательно заплатите 3. Ну, кто-то смеется, кто-то с иронией подходит. Ну, и говоря это шутя, я говорю это, возможно, там, в 50-70% правильном своем. Но в конечном итоге, вот мы сейчас уже будем завершать передачу, в конечном итоге, конечно, нужно опираться в первую очередь это на профессионализм сотрудников ГАИ. В ту же первую очередь нужно опираться еще и на самосознание водителей, которые руль в руках у водителя, собственно говоря. Да, он управляет своим транспортным средством, которое несет угрозу и ему, и помимо того, что оно средство передвижения, несет угрозу и ему, и окружающему миру. Вот. Это вот две такие составляющие, которыми обязательно нужно заниматься. Все остальное, то, что касается вежливости, рыцарства на дорогах или вот умения правильно организовать свою работу, когда инспектор встречается с нарушителем, это вот надстроечная вещь, базис, да, надстроечная вещь. Да. Это вот все-таки закон. Вот у меня есть здесь закон, я прочитал. Вот вы уже сделали проект кодекса Республики Абхазия об административных нарушениях. У вас есть действительно некоторые поправки, которые вы хотите внести, и там достаточно суровые такие наказания предусмотрены, и причем не только простым гражданам, но всем гражданам. И даже есть предложение о снятии вот этого иммунитета. Да, как вы считаете, это вот в заключении нашей передачи, как вы считаете, это действительно выполнимо? Вот. Ну, я не знаю, насколько это выполнимо. Если это будет применено, то будет это правильно. То есть вы считаете, что ужесточение наказания, оно может привести нужно попытаться уравнять всех водителей, невзирая на то, какое местоположение в обществе занимает, какой у него семейный, грубо говоря, бюджет и на каком транспортном средстве он едет. Вот к этому мы должны, конечно, обязательно прийти, и мы хотим, чтобы мы это почувствовали, знаете, уже в самое ближайшее время. У нас, конечно, мы все тут из того поколения, которое прошло войну, вы тоже, насколько я знаю, ветеран, были ранен, награжден. Да, медалью за отвагу. Да. И наше поколение это потеряно после, но мы еще одно поколение потеряли на дорогах. Вот за эти 20 лет это национальная катастрофа. Вот наркотики и то, что мы теряем на дорогах. Да. И поэтому ответственность на каждом из нас, не только на ГАИ, не только на милиции, но, наверное, и на нас, на всех. Мы должны это остановить. Помимо того, что вы имеете полное право и должны это делать, я считаю, вы должны критиковать, освещать и применять там еще какие-то меры к нашей службе. И я думаю, что вы должны все-таки рядом стать и в какой-то степени быть рядом с нами, быть одним целым и помогать нам. Вы совершенно правильно говорите, потому что мы не только вот по роду своей деятельности должны рядом с вами стать, но и как и граждане, потому что, знаете, это касается нас всех. Вот до тех пор, пока беда не коснется человека, да, как-то к этому относятся несколько прохладно. Вот. Ну и я, конечно, желаю всем, чтобы, не дай бог, ни с кем ничего не происходило, и чтобы в нашей стране вообще мы существовали совершенно без аварий, и статистика правонарушений, и в том числе
грубых правонарушений и даже с смертельным исходом, чтобы этого вообще у нас не было со смертельным исходом. Остальные правонарушения, конечно, они будут, и тут очень многое зависит от самосознания самого водителя. Но мы надеемся на то, что вот именно к тем, кто... Злостным нарушителем. Да, тем, кто злостными нарушителями является, тем, кто действительно подвергает опасности окружающих, общества, да, к этому были предприняты вот в ближайшее время, все-таки хотим, чтобы были, как пример, предприняты действительно серьезные меры. Тут ситуацию, сезон, да, нужно, тем более свадебный сезон, ситуацию нужно выправлять и как можно быстрее. Большинство наших водителей, к сожалению, иногда забывают, что транспортное средство, в первую очередь, это средство повышенной опасности. Конечно, это автомобиль может быть роскошью, но в первую очередь это средство повышенной опасности. Об этом не нужно забывать просто. Ну, на самом деле, да, это так. Вы знаете, у нас вообще одно из основных нарушений – это превышение скорости. Вообще, я не знаю, вот как статистика по этому поводу говорит, но вот когда я езжу по городу, я вижу, что вот этот режим ограничения 60 км в час мало кто исполняет. Более того, у меня машина не скоростная, мне все время подсигналивают. Я смотрю на спидометр, еду 50-60 км в час, в принципе, без нарушения. И тут меня обгоняют и на встречную полосу выезжают. При наших расстояниях, это вот дорога от столицы до границы, это экономия 15-20 минут при такой скорости. Бессмысленно абсолютно. Говорили уже как-то. Мы провели маленький эксперимент. С одного конца города в другой мы проехали по правилам дорожного движения, монотонно, синхронно, так будем говорить, на двух машинах. Время заняло около 15 минут. Тут же посадили другого человека за руль, более такого, не будем говорить, веселого и шустрого, который попытался, там где это возможно, пренебречь правилам дорожного движения. Разница была во времени 1,5-2 минуты. Стоит разве? Цена жизни. Цена жизни. Стоит ли рисковать? Смысл какой? Я думаю, не стоит, конечно. Давайте, наверное, дадим слово обратиться, если что-то еще хотите сказать, потому что нам нужно завершать передачу, нам уже показывают. Ну, пользуясь случаем, конечно, я хочу обратиться к нашим водителям, к нашим гражданам и сказать, что я назначен на эту должность. Я знаю службу немножко изнутри. Шашкой махать, кардинальные какие-то решения принимать я не буду. Я буду пытаться выслушать каждого, с каждым найти общий язык, но по возможности сделать так, что после беседы с инспектором ГАИ или, допустим, со мной, у водителя больше не было желания нарушать. Нашим телезрителям, особенности водителям, я тоже приведу одну такую поговорку, знаете, которая говорит о следующем. Никогда не гоните машину быстрее, чем летит ваш ангел-хранитель. Вот этим призывом к нашим водителям мы сегодня и будем заканчивать нашу передачу. Спасибо, у вас огромная задача, огромная ответственность. Но я думаю, это и большой моральный долг и удовлетворение будет, если мы, конечно, все вместе, прежде всего... Придем к правильно. Да. Я нашим телезрителям напомню, что сегодня мы в студии Хостагол Амта беседовали с начальником управления ГАИ МВД Абхазии Валентином Львовичем Трапш. Еще раз большое вам спасибо. Вам мы встанем рядом. Большое вам Будьте спасибо. здоровы. Всего доброго.